Сегодня, друзья, короткий ролик. Крик души, душат слезы. После корвалола немного могу говорить. Не могу с вами не поделиться, чтобы лишний раз не рассказать, почему я их спасаю. Почему спасаю уже спасенных якутскими спасителями. Почему спасаю даже когда нет сил и возможностей. И я не могу спасти всех, кто ко мне обращается десятками со всех городов. И это логично. Мимо кого-то приходится проходить. Я такой же человек, как все. Только кто-то бережет себя для семьи, чтобы самому пожить. А кто-то кидается на амбразуру, не жалея себя. И людям это нравится. Это жертвенность в других. Называет тебя сильной. А теперь конкретно. Год назад ко мне обратилась местная жительница Якутска с просьбой забрать у нее двух спасенных ею кошек, которых она передерживает в расселенном бараке, и забрать кого-то из собак, ее тоже спасенных. Я не отказала, а сказала, что ищем тогда пассажира, и так как очередь ожидающих очень большая, то помогите найти пассажира или ждите очередь. И у меня всегда большая очередь из ожидающих на вылет. Ожидать могут и 30, и 40 животных. И это всегда сопряжено с поиском пассажира и моя своевременная тяжелая отправка переносок из Москвы, а также деньги на перелеты и деньги на содержание. Иногда, а сейчас все чаще, опускаются руки от всего этого коллапса. От того, что я не справляюсь, и порой тормозится вывоз, и порой надеюсь, что, может, без меня хоть кого-то пристроят, пока ожидаем пассажира. А нет. Речь вот об этих двух молодых, здоровых, красивых кошечках. Сама спасительница, которая их спасла и кормила целый год, стерилизовала. Но вот у нее, у этой спасительницы, молодой женщины, начало зашкаливать давление аж под 180. Невероятный случай. Типа прединсультное состояние. Хотя мы все живем в таком состоянии. Так вот эта добрая спасительница, напугавшись своего давления, предстоящего лечения, видимо, в санатории, своего увольнения с 3 работ и невозможности выплачивать ипотеку, решила облегчить ситуацию и усыпила этих двух кошек и 4 спасенные ею же собаки, которые ей верили, которым она дала надежду на жизнь, которые виляли ей хвостиками, облизывали руки, которые ее безоговорочно любили. Она так решила. Она не закричала «СОС всем волонтерам», не объявила, что у нее поехала крыша, что она дает жизни этим домашним любимцам день или два. Ведь мы в первую очередь бежим туда, где убивают. Это ППЖ. Только один к ней вопрос. Почему, имея не смертельный диагноз, да хоть смертельный, не прокричала «Спасите, волонтеры, я ухожу». Усыпила удачно. Даже скидку получила за опт. Не забыла это отметить. Всего 12 тысяч за 6 душ. Повезло. Недорого. Вы знаете, мне даже нечего сказать. Если бы я тогда, год назад, нашла силы, возможности и вместо кого-то вывезла внепланово, вне очереди этих, они были бы живы. Но она даже не сказала о своем решении. Спасительница себя. Ну, а у нас эпидемия с ФИПом. Одни здоровых усыпляют, а мы тяжелых лечим, пытаемся лечить. У нас 4 кота с ФИПом. И вы все знаете, что это серьезное заболевание. Ну вот наш бублик. Пока ситуация не меняется, пока все так же стабильно плохо. Угу. Бубленька. Бубляня. Кормят через тому, стула нет, но сам в лоточек писать ходит. 2 в легкой форме,
Третий в средней форме, но с дорогим лекарством на передержке с медуходом. Это Васенька. Я вам о нем рассказывала. Благодаря лечению начал есть, воскрешается, но еще долго лечиться. Укольчик сделали, да? Все аккуратненько, хорошо, спокойненько. Сейчас замывать пытается это место. Вчера вечером он, сколько не предлагала еды разные, не хотел кушать, я его покормила принудительно сама паштетиком. Надеюсь, сегодня уже придет в норму. А так ходит везде, смотрит уже. А четвертому бублику совсем плохо. Откачали жидкость в легких, стома в горле. На фоне ФИПа отказывает печень, но его также лечат дорогим лекарством GS. Он был очень добрый, веселый, игривый, и диагноз с первого раза не подтвердился. То есть на начальных этапах анализ даже не показывает, и это ужасно. Теряется 2-3 дня своевременного лечения. Но мы боремся, и я уверена, что он тоже выздоровеет. Друзья, нам очень нужна ваша финансовая помощь и поддержка. Мы не убиваем животных, и даже когда не тянем. Наверное, нелогично, кто-то скажет. Не тянешь, значит, убей. Но тогда надо выходить из этой темы и больше не спасать. Столько видеть горя и смертей ежедневно. Это выше моих сил. И я на пределе. Помогайте, люди, помогайте им. У них никого нет, кроме нас. У нас оплачены еще 10 собак от последнего ролика. И очень много неоплаченных, порядка 200. Изо дня в день я проговариваю это. Я вас очень прошу, помогайте. Вы же видите, что слова уже закончились. И что делать дальше, я не знаю. Очень тяжело и тяжелее тогда, когда они болеют. Я действительно живу просто на таблетках, на успокоительных. Они не помогают. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогайте им.